Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня Невская сельская библиотека представляет вам онлайн-мероприятие на тему «Методы самостоятельной работы с литературой. Правила библиотечного писания». Для чего вы читаете книги? Ученые группируют цели чтения следующим образом. Чтение для развлечения, чтение для осведомления о чем-нибудь, пополнения сведений и тому подобное. Чтение воодушевляющее. Книги не дают новых знаний, но вливают новые силы в грудь, поднимают настроение. Чтение крупных произведений искусства как необходимое средство для расширения своего кругозора и опыта, для углубленного мировоззрения, мысли и чувства. Чтение для изучения какой-нибудь книги, какого-нибудь вопроса. Чтение для самообразования. Какую из этих или подобных целей мы поставим при чтении, часто зависит от книги, вообще от материала чтения. Например, критику чистого разума Канта или науку логики Гегеля вряд ли кто станет читать ради развлечения или увеселения, а газетный фельетон для изучения. Приключения Шерлока Холмса мало пригодны для целей образования, а кто ищет настроение, побуждающее их к подвигам, не возьмет для этой цели аналитическую химию. Но и одну и ту же книгу можно читать с разными целями. Например, Илиаду Гомера можно читать как великое поэтическое произведение. Александр Македонский, говорят, постоянно перечитывал ее, потому что образ Ахиллеса служил для его идеалом. Ученый-историк может читать ее со своей точки зрения, как источник сведений о бытии Древней Греции и тому подобное. Надо только помнить, что от цели чтения зависят его способы. Итак, для того, чтобы получить общее впечатление о книге, познакомиться с ней в общем виде, необходимо предварительный ее просмотр. Опытному читателю беглый просмотр может дать очень много. Он будет знакомиться с книгой в следующей последовательности. Внимательно изучит титульную страницу, где указаны основные данные на книгу: название, автор, место и год издания, наименование издательства. Познакомиться с оглавлением книги, стараясь понять, из каких разделов она состоит, в какой последовательности излагается материал, обратить внимание на наличие в книге чертежей, схем, рисунков, дополняющих и поясняющих текст. Прочитает аннотацию, предисловие, введение, послесловие, выводы, что поможет лучше представить содержание, понять назначение книги, получить совет, как следует ее читать. Ознакомиться непосредственно с основным текстом книги, для чего прочитает некоторые страницы, абзацы, отрывки из наиболее ценных и интересных разделов. Это даст представление о стиле и языке автора, особенностях изложения материала, степени трудности или доступности книги. Когда приходится иметь дело с множеством книг и все их невозможно прочитать, знакомство с некоторыми из них поневоле приходится ограничивать таким образом. Когда нужная книга выбрана, необходимо ее прочесть, понять и переработать изложенный в ней материал, определить, что может быть полезное в тексте и в свете целей вашего чтения, на что стоит обратить особое внимание. Чтобы диалог с текстом был полноценным и содержательным, надо уметь по ходу чтения совершать разнообразную умственную работу. У читателя должны возникать вопросы к тексту, он должен строить предположения о его дальнейшем содержании и, читая, проверять, совпадают ли они с данным материалом. Этот вид работы называется прогнозирование. Прогнозирование – это уточнение лексического значения слов и незнакомых выражений, установление общего смысла текста, выявление логической организации текста, выведение главной мысли, восприятие всей полноты информации, передаваемой текстом. После прочтения перечислите важные пункты. Решите, не нужно ли перечитать какие-то части текста. Составьте вопросы по прочитанному тексту, задайте их себе и ответьте на них. Свяжите имеющиеся у вас знания с новой информацией. Пометки в книгах. Большую помощь при осмыслении и запоминании текста оказывают выписки и подчеркивания.
Кто записывает, тот читает дважды, гласит пословица, дошедшая до нас из Древнего Рима. Каким образом можно сделать пометки в книгах? Наиболее корректными считаются следующие способы. Карандашом на полях, на отдельных листах с помощью линейки, бумажные закладки в разном положении, сверху одно, снизу другое, сбоку третье. Вкладные листки, калька, подчеркивание напротив с обозначением номера страницы. Записи по тексту могут быть выполнены в виде плана, тезисов или конспектов. Сегодня мы рассмотрели, какую умственную работу необходимо проделать при чтении с целью изучения какого-либо вопроса или книги. Правила библиотечного описания. Библиотека – это хранилище огромного количества книг. Они разнообразны по содержанию и назначению, и читателю бывает не просто выбрать нужную книгу. Ищите книгу по одному из каталогов. Библиотечные каталоги бывают разных видов. Систематический каталог больше всего подходит тем, кто только подбирает необходимую литературу по теме. В основе его построения лежит библиотечно-библиографическая классификация, согласно которой каждой теме присвоен индекс из букв и цифр. Каждую книгу, поступившую в библиотеку, описывают на карточке. Общая схема библиографического описания книги. Автор, фамилия, имя, отчество, заглавие, текст, сведения, относящиеся к заглавию, сборник статей, учебник, справочник и другое. После названия кавычки не ставятся. Сведения об ответственности, авторы, составители, редакторы, переводчики, коллективы и другое, фамилия. Знак кавычек добавляют после фамилии. Сведения об издании. Информация о переиздании, номер издания, например, второе издание, переработанное и дополненное. Место издания, город, издательство, год издания, объем, количество страниц. Кажется сложно найти нужную книгу по систематическому каталогу, но зная автора книги или тему, вам будет легко найти книги. Спасибо за внимание. Читайте книги, посещайте библиотеки.